Ради этого автопробега Антон Мельников отказался от своего грандиозного плана – выступить на единственном этапе Кубка мира в снежно-ледовых условиях в Карелии. Проехать по дорогам и направлениям русского севера стало для него предложением, от которого он был не в силах отказаться. Сам родом из Усть-Цильмы. Его родители переехали в Москву, когда тот окончил 1 класс. А еще именно со знаменитого ирайольского серпантина «Дороги жизни» стартовал его спортивный путь. Мельников и сегодня периодически навещает малую родину. Например, в июне прошлого года подарил Национальному музею уникальные творения известных советских фотографов. Новая возможность привлекла его, по собственному выражению, эстетической стороной. Он меня привлек прежде всего, в том числе и с эстетической стороны, потому что красивейшие места, очень красивые. Моя задача, я хочу помочь людям на севере, привлечь к нему больше внимания. Потому что у нас почему-то предпочитают ездить по деревушкам в Италии и восхищаться, когда у нас история севера не только Республики Коми, это и Архангельск, Вологодская, Нао, Пустозерск. То есть у нас такая история потрясающая, такие места красивые, а мало людей об этом знают. Выезжает автопробег из Петропавловской крепости 19 февраля, стартует традиционным полуденным выстрелом из гаубицы. Большая часть маршрута – наша республика, спасибо ее размерам. Здесь же самая обширная тематика целей. 3 главные. Столетие Коми-печати, поэтому предполагаются визиты во все печатные редакции. Грядущие столетия самой республики. И эту тему будут афишировать широко и везде. А еще автопробег приурочат к 80-летию парламента. Акцию лично поддержит председатель бюджетного комитета Степан Чураков. Он лично пройдет на своем авто от Питера до Ухты, где эстафету подхватят его коллеги-депутаты. 2 задачи. Это официально, это 80-летие нашего парламента и реклама в целом парламента в Республике Коми и на северо-западе. А вторая задача, она, честно говоря, достаточно субъективная. Это как раз посмотреть изнутри еще раз Республику Коми, работа в Республике Коми, надо лучше ее знать. Главные пассажиры – журналисты федеральных и региональных СМИ, которые будут писать об истории, архитектуре, природе, интересных людях и сегодняшних реалиях. Организаторы тщательно подготовились. Подготовлено к исследованию много редких легенд. В XIX веке тоже часть из Коми. Значит, купец Латкин поехал в сторону Нарьян-Мара и вернулся с плавником кита. Где-то он выменил его, купил на что-то. Он заказал лучших художников Усть-Сысольска и расписал этот плавник, достаточно большая вещь, как нам объяснили, библейскими сюжетами. Вот. Это реликвия, которую оценить-то сейчас не могут, сколько она стоит. Она тоже хранится в запасниках Вологодского государственного музея-заповедника. Бьемся за то, чтобы нам все это подняли и показали. И вот таких вещей на пути исследования у нас будет очень много. В Сыктывкаре участникам обязательно покажут первую в мире лыжу и другие редкие вещи, которые больше нигде нельзя увидеть. В столицу Коми колонна приедет 23 февраля. Для каждого города и района это будет праздник, обещают участники пробега. Будет звучать музыка, мы будем каждому гостю предоставлять возможность проехаться по этому пути. У нас будет огромная карта. Будут автомобили радиоуправляемые. И каждый гость, кто желает, может попробовать вместе с нами проехать этот путь от Балтики до Арктики. Маршрут определенно, но может меняться по ходу реализации, если будут новые интересные темы. Завершится уникальный пробег в Нарьян-Маре. Кстати, в регионах событие уже вызывает интерес у всех, кто оказался на пути. Участников готовы встречать, рассказывать и делиться. Весь путь его будут сопровождать многие региональные СМИ. Анастасия Тюрина, Константин Куратов, Олег Костромин, телеканал Юрган.